Всем привет, дорогие друзья! Сегодня программа «Мы вам покажем» находится в шоуруме комнатных растений. Это такое уникальное пространство. Мы сейчас видим вокруг нас очень много красивых растений, очень много атрибутики, связано с флористическим миром. Ну и, конечно, сегодня пришли мы сюда не просто так. Мы проведем небольшой мастер-класс по изготовлению фитостены. И в этом мне поможет Олеся Шадрина. Она является хозяйкой этого прекрасного помещения, да, ну и, конечно, всех этих растений в целом. Олеся, здравствуйте. Здравствуйте. Олеся, расскажите немного для людей, не знающих, возможно, что же такое фитостена. Фитостена сейчас стала популярным средством оформления интерьера в квартирах, потому что это простой способ быстро и легко озеленить помещение. Это сразу придает комфорт и уют дому. Но для фитостены используется в основном дорогостоящее оборудование, горшки дополнительные и много цветов. А сегодня я хочу вам показать простой способ изготовления фитостены из черенков. Из черенков. Ну, то есть вы затронули тему, нужны красивые кашпо, это нужно, наверное, чтобы делал опытный флорист, но мы сегодня покажем, как это можно сделать в домашних условиях, да? И будет тоже смотреться неплохо. Да, тоже будет очень хорошо и красиво. Хорошо, что нам понадобится сегодня? Так, для изготовления фитостены нам потребуются разные бутылечки, баночки. Можно использовать, например, стеклянные банки из-под детского пюре, от лекарств, от витаминов. Например, вот даже темного цвета будет очень хорошо, потому что... От лекарства от кашля, напоминает, Да. Очень интересно. Очень даже стильно смотрится, да, когда темное стекло? Да, и темное стекло, оно помогает лучше укореняться черенкам, более притененное. Вот прозрачное стекло, в нем будет более воздушное создаваться ощущение пространства. То есть набрали баночек отовсюду? Да, обычно такие банки вот остаются после там ребенка, да, когда кормим долго, и у нас нет вот перерабатывающего завода по стеклу, и обычно вот люди ищут, куда их деть. И вот как раз можно использовать, например, для этих целей, для черенкования. Нам понадобится еще суперклей, так, и магниты. Вот я тоже увидела такие замечательные штучки, да, и сразу задумалась, что же это такое. Это магнитики. Это магниты, их можно купить в любых маркетплейсах, заказать, и они очень легко клеятся на суперклей и держат от 1 до 2 килограммов. 2 штуки когда, да? Ну да, можно, если бутылка большая, тяжелая, то можно 2 штуки для прочности, как бы. Да, потому что мы видим здесь достаточно толстое стекло, да, это не тоненькая, да, вещь, поэтому, ну, весит прилично. Тем более, если мы сейчас туда добавим воды, да, растения, поэтому лучше сделать 2 магнитика. Все понятно, хорошо. Так, магниты недорогие, они продаются комплектами в пределах 500 рублей, даже можно дешевле найти. Такие вот мелкие, да? Размеры, наверное, тоже бывают разные, да? Да, размеры разные. Это, например, идет 8 на 3 миллиметра, и он выдерживает до 1,5 килограмма. То, что нам надо. Да. То есть я смотрю, что вы уже приклеили, собственно, магнитики, да, подготовили баночки. Да, подготовила баночку. И еще нам потребуются черенки от различных растений, которыми вы будете украшать дом, например. И выберите стену в доме, собственно, в которой вы будете украшать. Ну ладно, к украшению стены мы перейдем чуть позже. Собственно, давайте поговорим уже про растения. Вот какие растения подойдут нам для украшения стены вообще? Вьющиеся, наверное, да, какие-то? Да, неприхотливые. Вот, ну, где можно взять черенки? Ну, либо у родственников, соседей, у друзей, да, либо можно купить одно большое растение, желательно лиану, и начеренковать ее. Сразу у вас будет много череночков. Таким образом, вы сразу же увеличите свою домашнюю коллекцию цветов, ну, и у вас всегда будет что подарить своим близким и родным друзьям. То есть черенок потом в скором времени пустит корешки, вам останется лишь пересадить это в горшок, и, собственно, подарок готов. Правильно понимаю? Да. Хорошо, но и уход какой? Вот если все-таки мы сделаем эту фитостену, там же надо менять будет постоянно эту водичку, подрезать. Нет, или как? воду желательно не менять в черенках, потому что в этой воде создается специальная среда, которая помогает лучше укореняться череночкам. И когда черенок даст корни, примерно 5-10 сантиметров,
тогда уже пересаживаем в горшок в специальный грунт. А, вот мы Вот видим. это, например, уже можно пересадить в горшочек. А все ли растения можно черенковать? Да, практически все растения можно черенковать, но есть разные способы. Например, монстера черенкуется верхушечным способом. То есть должно быть как минимум 3 листа, стебель и обязательно воздушный корень, потому что из этого воздушного корня потом вырастают корни. А, то есть вот здесь мы наглядно видим, да, 3 листа. Вот раз, Ну, два, 3 три, можно да? побольше, да, вот взять. А воздушный корень это что? Какая Это часть? вот, который вот такой отросточек коричневый. Это воздушный корень. То есть вот этот коричневый отросток, без него... Без Ну, него она не укоренится. Просто лист от монстеры тоже не укоренится. То есть у каждого вида растения есть свой способ укоренения. Мгм. Ну, об этом нужно, конечно, посмотреть в интернете или где-нибудь Мгм. узнать, каким образом оно укореняется. Например, монстера таким образом. Мгм. Лианы самые легкие в укоренении, потому что здесь вот тоже есть воздушные корни, маленькие, да, такие. И вот, Коричневый, да, тоже? да, и можно разделять вот между листочками. И каждый листочек по одному, получается, можно поделить, и он укоренится легко. То есть И- очень удобно. Да, очень удобно, и очень много получается из лианы сразу черенков. Мгм. Мгм. Что касаемо вот денежного дерева. Денежное дерево можно сразу, это суккулент, поэтому его можно сразу посадить в песок. Он хорошо сразу укореняется в песке, но также можно и в водичке укоренить. А, то есть в эти баночки можно еще насыпать песочка? Ну, Не нет, очень красиво будет, да, да, смотреться? это лучше больше для тех, Мгм. кто больше к воде. Мгм. Так, А вот мы видим интересное растение, это что? вот фикус, например, он тоже верхушечным способом укореняется. Тоже берем 3 листа верхних. И у него есть такая особенность, он при обрезании выделяет млечный сок. И этот млечный сок нужно обязательно промыть под теплой водой. И потом подсушиваем и тоже ставим в водичку укореняться. Мгм. Млечный сок. Вот какой еще термин, да? Да. Для тех, кто, возможно, не знал. Хорошо, но вот это вот очень интересное растение. Давайте про него расскажем. Это что? Вот это, да? Мгм. Это тоже разновидность фикуса, другой. Ой, и такие палочки можно черенковать. Да, такие тоже можно. Посмотрите, очень-очень тонко, тонкий стебелек, да, это правильно назвать? Да. Ну, он одревесневший, конечно, он будет немного дольше укореняться. Для одревесневших вот черенков можно использовать стимуляторы, например, корневин, эпин или, например, японский препарат HB101. Одну капельку, например, добавляете в воду, и тогда он будет легче и быстрее укореняться. Быстрее. А если без стимуляторов, то он будет, ну, может быть, месяц-два укореняться. То есть подождать нужно будет, да? Да. А вот возле меня находятся такие интересные колбы. Да, вот можно использовать в качестве декоративных вот таких элементов. Вместо бутылечков можно вот купить такие пробирки. Мгм. И это тоже будет очень красиво смотреться. А и тоже на стену, да? Да, тоже на Стильно стену. будет. Да, можно все сделать в одном общем формате, Ага. да, чтобы было одинаково всё. Одинаково. То есть можно одну зону украсить вот такими узенькими палочками, да, а какую-то вот, допустим, баночками, да. Но я думаю, необходимо уже приступить к делу. Давайте наглядно покажем, сколько воды нужно наливать в баночку, на сколько сантиметров она должна быть выше вот, растения. Или здесь не принципиально? Желательно, да, наполовину или полную набираем воды, чтобы черенок, ну, закрывал, срез был в воде, Мгм. потому что на границе воды и растения образуются вот корни. Мгм. Мгм. Так примерно опускаем и постоянно потом поддерживаем этот уровень воды. Мгм. А как правильно нужно срезать растение, если мы хотим, чтобы вот черенкование все-таки у нас успешно прошло? То есть нужно под углом, либо прям, или в любом случае любое растение, оно корни даст. Нет, оно может загнить в воде, поэтому инструменты должны быть обязательно продезинфицированы, желательно, Мгм. ага, быть чистыми, острыми
Срез должен быть ровным, и срезать нужно одним махом, как говорится, да? Чтобы не было рваных концов и каких-то рваных тканей, чтобы вот эти вот рваные ткани не дали потом гниения. То есть одним срезом? Одним Резко. срезом, да, резко. И под углом 45 градусов желательно это делать, чтобы площадь поступления воды была больше. Олеся, ну вот, допустим, здесь же маловато, некрасиво. Можно побольше еще туда? Да, но для таких баночек, конечно, можно выбрать более такое большое растение, да, вот черенок. Ага. А поменьше в баночке можно поменьше растения. Есть еще один способ черенкования, это стеблевой. Например, вот бамбук, драцена к ним относится и юка. Они вот состоят как бы из таких вот сегментов, и здесь уже черенкуем, между сегментами обрезаем. Срез должен быть. И вот каждый вот этот срез можно, по идее, начеренковать и укоренить. То есть макушки не должно быть обязательно листиков наверху? Не обязательно, да. То есть вот такой квадратик? Можно просто ствол взять, даже без листьев, и укоренить. Это просто очень интересно и выгодно. Да. То есть вообще вот это растение, оно всегда выгодно. Поставил, и он стоит, да? Годами стоит. Веками. Ничего не надо, водичку подливаешь, и все, да, этот бамбук. Так еще и здесь обрезать, подрезать, и потом... Да, можно получить новое растение. Можно поделить на 3 части, на 2, ну сколько вам надо получить череночков. И очень интересно. Вроде бы черенкование черенкованием, да, оказывается, столько нюансов. И действительно, как вы говорите, нужно под каждое растение подстраиваться, да, у каждого растения свой вид черенкования. Да. Нужно соблюдать все. А какой лучший период, да, вот для черенкования растений? Потому что многие садоводы-любители, да, они это делают круглогодично. Ну вот думаешь, вот много цветка, нужно как-то его подстричь. Начинаешь подстригать, думаешь, куда же это деть? Нужно дать корни. Вот лучше когда это всего делать? Весна вот самое время самый лучший период для черенкования. Потому что весной это период вегетации всех растений, они просыпаются после зимней спячки и начинают активно расти. И вот как раз в это время надо начинать черенковать, потому что в осенне-зимний период они уже уходят на покой, в период покоя, и все процессы у него замедляются, поэтому корни они могут не дать, либо уже начнется гниение воды, и, скорее всего, он сгниет. Там уже нужно будет добавлять специальные стимуляторы роста. Вот мы видим у вас в шоуруме очень много растений, да, и вот многие стоят как раз-таки в баночках, то есть дают корни, да, и я смотрю, что у вас практически везде чистая вода. А ведь зачастую поставишь растение, и она начинает бродить, да? Гниение происходит. Как избежать этот момент? Можно добавить 1 таблетку активированного угля. Он обладает антибактериальным действием и не дает загниванию корней. То есть лайфхак такой? Да. Но и растению не навредит? Нет, не навредит. Все можно? Все можно, даже наоборот. Нужно, да? Лучше. Хорошо. Итак, мы готовы показать, как же будет выглядеть фитостена. Мы готовы оформить фитостену, и в этом мне помогает Олеся, хозяйка шоурума комнатных растений Монстера. Но, собственно, я выступаю в качестве просто помощника, а вся красота будет оформляться Олесей. Так, передаю. Так, это Монстера, она неприхотливая, достаточно любит яркий рассеянный свет. Это хлорофитум, тоже легко укореняется, быстро растет. Денежное дерево хорошо тоже укореняется. Всем известное, да? И разрастается моментально, да. По-моему. Это фикус бенджамина, растет как березка, очень неприхотливая тоже. Так, еще монстера. Ну и так далее. Конечно, это очень кропотливый момент, потому что магнитики распределены в соответствии с нашими баночками. Нам сейчас немножко нужно будет поработать с Олесей и найти место для каждой баночки. Ну а потом вы увидите всю красоту воочию.
наш процесс завершен. И мы можем прям воочию наблюдать, а самое главное любоваться комнатными растениями, которые находятся вот в таком интересном процессе, как черенкование. Кто бы мог подумать, обычно это все стоит на подоконниках, на холодильниках, немножко с такой завядшей водой, никто не обращает на это внимания. Чуть-чуть проросли корни, пересадили. На самом деле из всего этого можно сделать вот такую красивую картину. Особенно это актуально сейчас, когда сезон дачи, да, почему бы не сделать одну стену на даче вот такой вот красивым арт-объектом практически, да? Вместо магнитов можно использовать веревку обычную и гвоздики. И за горловинку подвязываете веревку и вешаете на гвоздики. Как вариант. Даже не надо тратиться на магниты, да? Да. Гвоздики, веревочка, подвесили, сделали. И вот такая красота будет радовать вас. Ну, а также можно же густоту контролировать, да? Это мы всего лишь по одному, да, кустику Да. опустили. Если много черенков, конечно, можно добавлять по несколько штучек в одну баночку. Таким образом, такая фитостена имеет ряд плюсов. Во-первых, она не несет больших финансовых затрат. Во-вторых, это экологичный способ, потому что можно использовать, дать вторую жизнь бутылечкам, которых некуда выкинуть. И в-третьих, вы можете расширить одним махом свою коллекцию комнатных растений. Ну, а мы не перестаем говорить о том, что все-таки любовь к растениям – это нечто такое невероятное, это своеобразная медитация, да, это какой-то релакс. Ну, а самое главное, конечно же, это красота. Берегите свои растения, ухаживайте за ними. Ну и, конечно, смотрите наши выпуски «Мы вам покажем», где мы вместе вот с такими специалистами, как Олеся, даем всегда полезные советы, лайфхаки. Ну и, конечно, я думаю, чем больше зелени у людей, тем лучше.